Наш регион стал одним из первых в России, где открылся независимый пункт проведения ЕГЭ. О том, чтобы стать экспериментальной площадкой, власти Коми договорились с Рособорнадзором задолго до этого. Базой для отработки технологий стал Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. Виктория Палкина лично убедилась, здесь выпускников ждут комфортные условия. 5 аудиторий, штаб и коридор. Все оборудовано камерами. Изображение и звук устроили всех. Дополнительно установлены и глушилки. В таких современных технических условиях выпускникам остается надеяться только на свои знания. Поскольку очень много идет до сих пор разговоров вокруг ЕГЭ, сомнений, обсуждений в обществе, мне кажется, что как раз создание и функционирование вот таких независимых центров снимает практически те вопросы, которые у общества есть. И это касается и родителей, это касается и учащихся. И можно вот вживую, в режиме реального времени, во-первых, посмотреть, как это действует. Несмотря на то, что здесь всего лишь инсценировали сдачу ЕГЭ, действовали организаторы по всем правилам. По маршруту следования опечатали кабинеты. Съемка во время проведения самого экзамена запрещена. Так что волонтеры, которые первыми сели за парты независимого центра, испытали все эмоции, которые ждут выпускников. Пункт проведения экзамена будет функционировать в основной период, то есть это май-июнь. Здесь будут проходить экзамены по 5 общеобразовательным предметам: русский язык, математика, обществознание, биология и химия. В общей сложности будут участвовать в данном ПП 380 человек. Скоро независимый пункт сдачи ЕГЭ расширит свои границы. Прежде всего станет круглогодичным и доступным для маломобильных групп населения. Филиалы откроются и в муниципалитетах Коми. А уже на федеральном уровне продумывают дополнительные возможности таких площадок. Мы сейчас прорабатываем вопрос. Допустим, заканчивается тот или иной предмет в 10 классе. Не ждать 11 класса, а после 10 класса прийти и сдать единый государственный экзамен. Как я уже сказал, можно будет сдавать несколько раз, и будут засчитываться в вузы те результаты, которые выпускник показал как наивысшие результаты. По словам Сергея Кравцова, ведомство готово рассмотреть вариант, который подойдет и для выпускников из соседних регионов. Возможно, в будущем и они смогут сдавать ЕГЭ на базе нашего республиканского независимого центра. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.